Верхоянском районе погибли только птенцы чаек. Взяты на исследование пробы воды и почвы. Охотники устроили засаду на медведей, которые угрожают безопасности воспитанников детского лагеря. По управлению дронами соревновались ученики летней школы в Северо-Восточном федеральном университете. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. По факту смерти мужчины в Республиканском центре медицины номер 2 проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Якутии Надежда Дворецкая. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна 7-го этажа медцентра. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения возле здания Национального центра медицины, расположенного на Сергеляхском шоссе, тела мужчины 1949 года рождения. Сообщение о произошедшем поступило в следственные органы ночью 27 июля текущего года. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа во главе со старшим следователем следственного отдела по городу Якутску. Установлено, что падение произошло с высоты 7-го этажа, что не оставило пострадавшему шансов выжить. На месте произведен осмотр, а также иные необходимые проверочные мероприятия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сегодня утром в результате ДТП в Ленске погибла женщина. Причина смерти – травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. Повода для госпитализации 2 других пассажиров, попавшего в аварию автомобиля, нет. Обстоятельства аварии уточняются. Департамент ветеринарии подтвердил информацию о гибели птиц в Верхоянии. Ветеринары провели обследование в местности Осохтох Верхоянского улуса. Как сообщили члены выездной бригады, обнаружено 30 мертвых птенцов чаек в радиусе 20 метров возле места гнездования в местности Осохтох Эгинского наслега озера Байбал. При этом мертвых взрослых особей чаек и других птиц не обнаружено. Взяты пробы тушек, воды и почвы с этой местности. Безопасности воспитанников детского лагеря «Берег дружбы» в Алдане угрожают медведи. Вначале медведица с 2 медвежатами 2 недели держали в страхе жителей Тамота, приходя в город по ночам. Однако зверей удалось отогнать ружейными выстрелами. Тогда, переплыв реку, они обосновались в окрестностях лагеря. Оборону принял директор лагеря Александр Михедов. Для защиты детей он пригласил профессионального охотника с помощником, которые устроили засаду на медведей. В лагере сейчас находится 200 детей, но об эвакуации речи пока не идет. Как отмечают в инспекции Алданского районного комитета охраны природы, повода для паники нет. По-прежнему сложной остается обстановка на переправе через речку Малая Батуубуя в Мирнинском районе. Сегодня ночью на реке под воду ушел автомобиль «Нива». К счастью, никто не пострадал. Напомним, что в начале недели из-за подъема воды на реке смыло понтонный мост. Проезд был закрыт. У реки установлены запрещающие знаки, но люди продолжают подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров опасности. Руководитель республики Айсен Николаев работает в Намском районе. Сейчас он проводит совещание Республиканской комиссии ЧС по пожарной безопасности. На сегодняшний день на территории 6 муниципальных районов действуют 11 контролируемых пожаров. Ситуация в пределах нормы. Главная проблема – погашение задолженности перед пожарными, а это 263 миллиона рублей. Сейчас, конечно же, главная наша задача не допустить ухудшения ситуации с тем, что вот те пожары, которые сегодня действуют, должны быть ликвидированы. Здесь у нас прогноз по погоде тоже пока благоприятный. Конечно, остается у нас высокий класс пожароопасности по нашим северным районам, таким как Джиганский, Абыйский районы. Но считаем, что вот в целом по другой значительной части республики все-таки у нас такого, скажем так, горения, какое было в июле месяце, уже не будет допущено. Конечно же, я хочу напомнить о том, чтобы в обязательном порядке мы должны, жители, соблюдать пожароопасный период, те правила, которые установлены. Это не посещение лесов, не разжигание костров. Здесь мы будем достаточно жестко наказывать. Почему? Потому что, к сожалению, 30% пожаров, которые у нас на территории в лесах произошли, они произошли по вине человека. Отметим, что Намский район – один из наиболее пострадавших от стихии. На сегодняшний день зарегистрировано всего 26 лесных пожаров на территории Намского улуса. Все меры были заранее приняты для ликвидации и по борьбе с лесными пожарами.
В данное время действует у нас один лесной пожар на территории Хатрысского наследия. Это крупный лесной пожар. Потом идет на территории Тавстарского наследия локализованный пожар. Ну, надеемся, что на днях будет ликвидированы все данные пожары. Ждем результатов наших работ. Нерюнгринский район подготовился к зиме на 58%. Накануне жители города Нерюнгри, поселков Серебряный Бор и Биркакит получили горячую воду. Жителям поселка Чульман горячая вода, согласно графику ремонтных работ, будет подана 1 августа. Поселения района обеспечены неснижаемыми запасами угля. Тем не менее, рекомендовано усилить работу по организации завоза угля к предстоящему отопительному сезону. Большого дохода не приносит, но дело свое любим. Рукодельницы Удачного провели выставку-ярмарку. Вышитые картины, украшения и изделия из полимерной глины. Моя коллега Альбина Шарафеддинова ознакомилась с творчеством удачнинских умельцев. Умельцы Удачного встретились на одной площадке в День города. Там прошла творческая выставка. На аллее мастеров народные умельцы выставили свои работы. Картины, вышитые крестиком, украшения из полимерной глины. На каждую работу мастера тратят от 2 до 3 дней или несколько месяцев. Я занимаюсь канзаши и работой из фоамирана, аксессуарами для волос, галстуки, броши, ободки. Ну, в общем, все, что можно повесить на волосы. Многие мастерицы признаются, большого дохода их увлечения не приносят. Занимаются рукоделием в основном для себя в свободное время. Когда изделий становится слишком много, дарят родным и близким. Когда, да, просят, продаю, а так сама люблю картины, вышиваю целыми днями, когда время есть. Главные ценители мастерства – посетители выставки. Каждый желающий мог приобрести подарки для родных, близких и друзей. Многие работы просто притягивали взгляды жителей и гостей Удачного. Мне в выставке все понравилось, в особенности картины, потому что необычные работы и не часто такие встретишь. Ну, не во всех магазинах продаются, а здесь можно приобрести. Рукодельниц нужно наших знать, и мы знаем и пользуемся, когда нужно, их услугами. Они молодцы. Почаще при выставке проводить, мы будем почаще приходить. Аллея мастеров работала целый день. Посетили выставку народных умельцев сотни человек. Удачнинские рукодельники обменялись опытом и новыми креативными идеями и готовы творить дальше. Оригинальные работы представят на выставке в следующем году. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Площадка для экстремального спорта, такого как скейтбординг, ролики и велосипеды BMX, будет построена в Ленском городском парке. Администрация района пошла навстречу пожеланиям экстремалов. С просьбой они обратились еще в мае, и администрация выделила для этого земельный участок. На сегодняшний день уже выбрано оснащение площадки, проект и техническое задание подготовлены. В ближайшее время состоится закупка оборудования. В детской оздоровительной базе «Алмаз» продолжается беззаботное лето. Но беззаботное оно только для детей. Весь персонал нацелен на то, чтобы сезон, как и предыдущие, прошел для детей комфортно. Продолжит мой коллега Вячеслав Пилипенко. Лето в самом разгаре, и отдых детей в лагере «Алмаз» продолжается. На втором сезоне здесь отдыхают ребята со всего алмазного региона. Едут сюда каждый год, потому что нравится. А параллельно набираются сил, поправляют здоровье и отдыхают. Скажи, как тебе отдыхается в лагере «Алмаз»? В лагере «Алмаз» очень хорошо и клево. Я приехал сюда, чтобы отдыхать. Больше всего мне нравится в лагере – это тренировки по футболу, вечеринки. Мне больше нравится в лагере «Алмазе», как мы ходим на тренировки. В лагере «Алмаз» мне больше всего нравятся массовые танцы. А еще, кроме этого, мне нравится заниматься футболом, ходить в бассейн. Многие ребята здесь последний год. На следующий сезон отдыха им будет уже 15. Несколько летних сезонов подряд, проведенные в лагере, откладываются в памяти яркими воспоминаниями на всю жизнь. Такая атмосфера в лагере, что ты полностью отключаешься от интернета и находишься здесь всей душой. Как бы люди, с которыми в городе ты не общаешься вовсе, тут становятся твоими близкими друзьями. Тут ты можешь найти себя, проявить себя. Даже тот же педотряд – это такие люди, которым ты можешь доверить все и знаешь, что это никуда не разнесется. Все, что у тебя есть на душе, ты можешь доверить этим людям. Чтобы детям хорошо отдыхалось в лагере, его коллектив прикладывает всевозможные усилия. А для того, чтобы у юных алмазников были силы ходить на занятия, заниматься спортом, танцевать и плавать в бассейне, их нужно хорошо кормить, с чем повара справляются на все 100%.
Сегодня, например, мы готовили рыбный суп и мясная запеканка. На компот у нас сегодня из свежих плодов напиток. И на десерт деткам даются фрукты. Ну вот, как сегодня, допустим, это нектарин. В качестве пищи сомневаться не приходится. Повара знают свое дело, но без качественных продуктов такого результата не добиться. Далеко от детского сада, на складе продуктов. Под чутким контролем хранятся все необходимые продукты. Здесь мы храним продукты. Это у нас холодильник для рыбы. Здесь у нас хранится рыба. Значит, нам ее привозят по заказу, по количеству, на количество детей. Продукты привозят по мере необходимости, поэтому они всегда свежие. Соблюдение всех правил хранения обеспечивает их сохранность. Рацион для детей составлен по всем правилам и включает в себя все микроэлементы, которые необходимы растущему организму. И это работает. В среднем дети за период оздоровления в лагере набирают в росте 2 сантиметра. Так что в школу они вернутся отдохнувшими и подросшими. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». И в завершении выпуска по управлению дронами соревновались 75 учеников летней школы. В Северо-Восточном федеральном университете завершила свою работу международная летняя школа по дронам, где ребята обучались навыкам обращения с роботами. Занятия в школе проводились 2 дня. Сотрудники СВФУ и учителя Высшей школы робототехники делились опытом с ребятами из Сеула и Якутска. Задача состоит в том, чтобы познакомить ребят с устройством дронов, с приемами управления дронов, чтобы для них стали ближе новые технологии. Сегодня два простых соревнования для начинающих. Одно соревнование – это когда дрон взлетает с базы, идет в пункт 1, возвращается, пункт 2, возвращается, так 6 раз. Это для начинающих. И второе, более сложное соревнование – они огибают препятствия и проходят через обруч. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.